Фильм «Австралия» представляет. Ну что же вы, говорите, я жду. Кто вы? Мы ищем Пола Рейнольдса. Кто вы? Я чародей Ашка. Где вы взяли голос? Мы... Так, Диана и Нейтан. Вас ждут большие неприятности. Что здесь случилось? Я не знаю. Дикие! Производство «Фильм Австралия» совместно с телевизией «Польская». «Чародей», 9-я серия. Авторы сценария Марк Шерефс и Джон Томпсон. В ролях Збыг Трофимюк, Гося Петровска, Брайан Руни, Микела Нунан, Хидер Митчелл, Эндрю Макфарлан, Кшиштоф Кумар, Рафал Зверш и другие. Операторы Мартин Макград и Дэнни Беттерхэм. Художник Николас Маккеллум, композитор Ян Дэвидсон. Продюсер и режиссер Ноэл Прайс. Бегите в лес! Быстро! Пол! Помоги! Нет! Нет! Убери свои лапы! Отпусти меня! Прочь от них! Корион! Отпустите меня! Я чародей! Не смейте! Уберите свои руки! Что случилось с его доспехами? Вода повредила контакты. Я его знаю. Мы с ним сидели в подвале замка. Ты? Тебя же сослали в мертвую зону. Дикие отбили меня и увезли в свой лагерь. Теперь я один из них. Мы собирались украсть голос, а заполучили чародея. Поймай его лошадь. Она нам пригодится. Снимите с него доспехи. На колени, чародей. Поосторожней. Не пугайся, Пол. Теперь ты не раб. Ты не понял, он хотел помочь мне. Он наш враг. Мы решили истребить чародеев. Повесьте его. Керн, чародеи! Быстро же нас обнаружили. Они ищут меня. Почему? Не говори им. Молчи, старый хрыч. Собирайте припасы. Бросим их, иначе нам не уйти. Я не оставлю еду. Дома голодные дети. Слушай, их корабль питает энергия башни. Если сломать опору, она прекратит поступать, и корабль упадет. Он прав, Керн. Он разбирается в этом. Тогда за дело, Зандер. Бежим. Дай ко мне. Я знаю, что делать. О чем он говорит? Доверься ему, Керн. Давай цепь. Нет! Ты погибнешь! Тяни! Тяни сильнее! Давай, парень, тяни! Без толку уходим! Смотрите! Отлично, Пол. Молодец. Теперь ты нас отпустишь? Мне жаль, но вы оба пойдете с нами. Может, сбежим? Нет. Мы не можем бросить Кориона.
Что это такое? Короткое замыкание. Мы с Алексом также закоротили кабель. Ты снял все важные детали? Да, и захватил голос. Почему мы разбились? Не знаю, но мы это обязательно выясним. Катрина! Катрина! В чем дело? Мне нельзя подходить к тебе. Почему? Мой отец вырвал и металл. Я пыталась ему рассказать про Пола, о том, что мы вышли на связь с параллельным миром. Но он считает, что все это бред. А ты чего ждала? А что ты сказал своим? Ну, что поехал в лагерь, потому что влюбился в тебя. Что? Папаша мною гордится, спрашивает, когда я его с тобой познакомлю. Может, придешь к нам на ужин? И не подумаю. Постой, Катрина, я пошутил. Мы не зря съездили. Мы теперь точно знаем, что Пол в параллельном мире. Да кто нам поверит? Скажут, что мы фантазеры. А если предложить отцу Пола выйти на связь с чародеями? Тогда нам придется тащить его в горы, только там можно с ними поговорить. Да, ничего другого не остается, согласна? Не знаю, Алекс, сам думай. Катрина! Поссорились? Что? Ну, да. Похоже, девчонка не твоего круга. Но ты не сдавайся. Я на тебя надеюсь. О чем ты говоришь, Нейтан? Я же пишу у вас романтическую новеллу, забыл? Вы обещали рассказать о ваших приключениях в лагере. Отличная у тебя майка, Нейтан. Где раздобыл? В магазине отца. Да? А он случайно не торгует радиоаппаратурой? Торгует, а я ему помогаю. Давай поболтаем на перемене. Может, ты мне поможешь помириться с Катриной? Конечно. Здесь были дикие. Они нашли способ уничтожать наши корабли. Это следы Пола. И Корион был здесь. Они захватили Кориона. Надо доложить регентам. Это не важно. Что будет, если дикие заставят Пола открыть им секрет пороха? Этот маскарад для того, чтобы пугать крестьян? Керн придумал. Чародеи привыкли обвинять диких во всех несчастьях, но никто этих диких сроду не видел. Так вы притворяетесь дикими? Здорово. Значит, вас всех сослали в мертвую зону? Не всех. Кое-кто просто сбежал от чародеев. Почему вы так ненавидите чародеев? Потому что не хотим делать все только так, как вы скажете. Простите, но закон есть закон. Цивилизация невозможна без этого. Когда-нибудь мы станем достаточно сильными и победим чародеев. Тогда мы установим свои законы. Что с тобой? Мы все дальше уходим от Клейхилла. Я никогда не вернусь домой. Идем. Родители Катрины не разрешают нам даже говорить по телефону. Отец запретил с ней общаться. Он намерен отправить меня на выходные в горы, помогать дяде с цыплятами. С цыплятами? Да, с цыплятами. Представляешь, придется 2 дня чистить кормушки. Прости, друг, но я в самом деле люблю Катрину. Я понимаю. Я могу помочь? Чем? Если бы я мог хотя бы поговорить с ней, мне было бы легче. Между прочим, ты не можешь достать для меня оки-токи или что-нибудь в этом роде? Ну, знаешь, эти штуки дорого стоят. Нейтан, я мог бы записывать наши с Катриной разговоры для твоей книги. Классно!
Не боитесь, что чародеи нас выследят? Раньше они нас никогда не преследовали. Раньше мы не брали в плен чародеев. Они передвигаются быстрее, чем мы. Что ты предлагаешь? Вы же дикие, так? Чародеи не знают, на что вы способны. Не отставай. Правда, что дикие вампиры? Тебе-то что? Ты в доспехах. Если все получится, доспехи Куриона твои. Отлично. Это собьет их со следа. Прячемся. Мы их потеряли. Зала еще теплая, они где-то недалеко. Ищи следы. Ашка, сюда! Клюнули. Они испарились. Должно быть, есть спуск. Здесь не спуститься. В путь. Я думал, ты уже не придешь. Если кто-нибудь увидит меня с тобой, отец мне голову оторвет. Спокойно. Это недолго. И вообще, ты должна делать вид, что безнадежно в меня влюблена. Попробуй. Еще чего хочешь? Теперь поняла, как мне нелегко? Что ты хочешь сказать? Ничего. Слушай, ты идешь или нет? Спасибо, папа. Отец сказал, нужен мощный радиопередатчик, иначе не связаться с Катриной. Ты ему рассказал о нас? Успокойся, я сослался на школьное задание. Он разрешил взять аппаратуру на пару недель. Нейтан, ты просто клад. Твоя книга станет бестселлером. Я уже придумал название. «Двое влюбленных». Очень свежо, Нейтан. Это радиотелефон. Сигнал подается на телефонную станцию, а она автоматически соединяет с абонентом. Нам ни к чему технические подробности. Влюбленным не до них. Когда ты мне отдашь записи разговора? Понедельник. А насколько хватит батареек? Часов на 6. Тогда их не хватит. Когда Алекс начинает читать свои поэмы, его не остановить. Алекс сочиняет поэмы? О, очень длинные. Жаль, если батарейки сядут где-нибудь посередине. Тогда захватите солнечные батарейки. Нейтан, наша любовь будет питать солнечная энергия. Как романтично. Я думала, меня стошнит. От моих поэм? Ну все, здесь безопасно. Можете снять повязки. Не отставайте. Если вы потеряете здесь, вас никогда не найдут. Теперь надо придумать, как переправить это в горы.
Прости, мне пора. Помоги мне хотя бы все соединить. Читать умеешь, инструкция есть, разберешься. Привет, Ник, как дела? Ничего. Катрина, это мой брат Ник. Привет, Катрина. Алекс мне рассказал, что вы натворили в лагере. Не пойму, как ты решилась связаться с ним? Он сочиняет поэмы. Попроси его почитать. Что это? Я помогаю Катрине выполнить задание по физике. Можно взять твои инструменты? Положи их потом на место. Что у него с лицом? Ник устроил пожар в гараже месяц назад. Теперь целыми днями бездельничает. Папаша его убьет, если узнает. Кстати, Ника можно уговорить съездить завтра в горы. Ты добыл еду? И чародея. Не бойся, без доспехов он обычный старик. Сегодня решим, что с ним делать. Займись им, Тарк. Поосторожней. Это парень из Клейхила. Он владеет волшебным огнем. Он друг чародеев. Он был узником чародеев. Он нас научил уничтожать корабли. Не доверяй ему, Керн. Запри его чародеем. Зачем? Он никуда не денется. Ему самому отсюда не выбраться. Без него мы вернулись бы без еды. Вечером будем судить чародея. Потом послушаем Пола. А теперь за еду. Почему вы сами не производите пищу? Мы пытались возделывать поля, но чародеи обнаружили их и уничтожили урожай. Так что мы вынуждены воровать. Но вы же воруете у крестьян. Мы забираем лишь то, что вы отдаете чародеям. Слава богу, мы научились добывать воду. Этим мы обязаны Зандру. Что будет с Корионом? Вечером решим. Он неплохой человек. Он отправил меня в изгнание. Чародеи привыкли распоряжаться нашими жизнями. Мы же хотели, чтобы вам было лучше. Никогда не видела голодного чародея. Мы совершали ошибки, но все можно исправить. Позвольте мне вернуться в замок. Рассказать другим, где наш лагерь, чтобы они уничтожили нас. Пусть попробует собственное лекарство. Отвезите его в мертвую зону. Зону его! Зону! Зону! Вы так же жестоки, как чародеи. Почему ты его защищаешь? Они хотели тебя изгнать. Корион помог мне бежать. Почему он так поступил? Я обладаю опасными знаниями. Какими знаниями? Не рассказывай им. Ну? Значит, не скажешь. Пора вынести приговор чародею. Как мы поступим с ним? В изгнание! Кто за? Завтра чародей отправится в мертвую зону. И поверь, оттуда не возвращаются. Без Кориона я не попаду домой. Скажи им, как делать порох, и они отпустят его. Нет. Тогда они истребят чародеев. Чародеи всегда стремились истребить нас. Дай нам оружие против них. У вас начнется война. Что такое война? Боже, как они мне надоели. Хочу горячий душ, удобную кровать, смотреть телек до удури. Что такое война?
Корион! Корион! Надо выбираться отсюда. А как же мои доспехи? Я не знаю, где они. Куда? Гривен. Лошадь Кориона. Стой. Гораздо важнее найти мальчишку. Его нет! Чародей сбежал! Надо найти его, прежде чем узнают, где наш лагерь. Все на поиск. Вы двое со мной. Быстрее! Риана, Корион сбежал. А где Пол? Наверное, ушел с Корионом. Им не выбраться из этого лабиринта. Если их поймают, Пола тоже изгонят. Нам надо найти их первыми. Я не стану помогать чародею. Тогда помоги Полу. В это трудно поверить. Но он из другого мира. Что? Вставь в уши. Слышишь? Ты нашел лошадь? За мной! Бежим туда! Нет, куда ты? Пол, подожди. Мы пропали. Выход должен быть. За мной! Мы никогда отсюда не выберемся. Сюда! Здесь дорога. Фильм подготовлен к эфиру отделом дублирования телерадиокомпании «Петербург, 5 канал». Режиссер озвучания Наталья Черкова, звукорежиссер Светлана Анопренко, инженер звукозаписи Вероника Николаева. Текст читали актеры Светлана Письмиченко, Елена Павловская, Александр Самойлов, Валерий Дьяченко. Редактор Елена Федотова.